я услышал эти слова. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Уроки поминания Аллаха, а именно дуа. И мы с вами на протяжении нескольких лекций говорили о том, в каких обстоятельствах Аллах принимает наши дуа, у кого принимаются дуа. И сегодня мы поговорим об очень важном условии дуа. Даже нужно сказать, что это самое важное условие. Это знать, у кого нужно просить. То есть, кому нужно обращаться со своими просьбами. Каждый мусульманин, он взывает к Аллаху со своими мольбами, со своими просьбами. Он зовет его на помощь, и он надеется, что Аллах примет его дуа. Аллах примет его дуа, Аллах оправдает, можно сказать, да, его надежды, и Аллах даст ему то, что он у него просит. На все это мы с вами надеемся, но мы должны понимать, что у этого вида поклонения есть свои условия. Так же, как у других видов поклонения. Если у тебя нет тахарата, ты знаешь об этом, и ты встаешь на намаз, конечно, вместо того, чтобы получить награду Аллаха, довольство Аллаха, ты получишь грех. Ты получишь страшный грех, потому что это как насмехательство, как пренебрежительное отношение к великому поклонению. Поэтому у каждого поклонения есть свои условия. И дуа, также у него есть свои условия, есть у него свои правила. Даже, может быть, некоторые правила это не условия, но это этикет. Например, не обязательно поднимать руки во время дуа. Ты едешь за рулем, тебе, может быть, неудобно поднимать руки, да? Или поворачиваться лицом в сторону кибля. Но ты должен понимать, что шансов у тебя будет намного больше, если ты выполнишь эти сунны. Потому что на это указывает этот хадис, а на то указывает другой хадис. Поэтому есть свои условия, есть свои правила, есть свой этикет. И мусульманин, который изучает эти правила, эти условия, выполняет их и старается всегда придерживаться этих правил, конечно, у него ихтималь, по-арабскому, да, шансов у него будет больше, что Аллах Тааля, надежды будет больше, что Аллах Тааля примет его дуа. Что Аллах примет его дуа. Поэтому мы с вами вот как бы на протяжении этого года мы с вами во время этих лекций мы не изучаем те или иные дуа, да, как, например, изучение там суры Фатиха, да, я там говорю, а вы повторяете. Нет, мы вот как раз об этих правилах мы с вами и разговариваем, чтобы мы знали эти правила, изучали их и использовали вот этот этикет дуа, чтобы надежды было больше, что Аллах примет наши дуа. Как вот, например, хадис, который мы еще в начале лекции приводили, этот хадис в сборниках имама Муслима, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха тайибун, ва ла якбалу илля тайиба». Воистину Аллах благой, Аллах прекрасен, и Он ничего не принимает, кроме благого. То есть, если Аллах сам прекрасен, Он может принять только прекрасное. «Ва инна Аллаха та'аля амара аль-му'минина бима амара бихи аль-мурсалин». И Аллах повелел верующим совершать то, что повелел посланникам. И Аллах сказал в Коране: «Я айюхар русуль», о посланники, о пророки, «кулю минат тайибати ва амалю салиха». То есть вкушайте
кушайте, ешьте только благое, то есть только халяль, ва амалю салиха, и творите только благое. То есть ешьте только благое и творите только праведные дела. Инни бима та'малюна алим, воистину я знаю то, что вы совершаете. Это суратуль Му'минун, 51 аят. И Пророк ﷺ продолжает, и Аллах также сказал: «Я айюхалладина аману», о те, которые уверовали, «Кулю мин таййибати ма разакнакум», ешьте из благого, то есть ешьте благое из того, что мы вас наделили, чем мы вас наделили. Это суратуль Бакара, 172 аят. То есть в первом аяте был приказ пророкам, во втором верующим. Хотя и там, и здесь Аллах призвал нам питаться только халяльным. Так ведь? «Thumma dhakara раджуля». Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вспомнил мужчину, ютилю сафар, который был в длительном путешествии. Аш'аф ахбар, то есть он был с растрепанными там волосами, бородой, давно в зеркало не смотрел, да? Ахбар, то есть покрыт пылью, потому что он в дороге, все, у него все в пыли, да? Ямудду ядайхи иля сама, то есть он протягивает руки к небу, это адабуд дуа, да? И повторяет я Раб, то есть он называет к Аллаху, повторяя его великое имя. О мой Господь, но в то же время, Пророк ﷺ говорит, ва мат'амуху харам, та еда, которой он питается, харам. Харам. Ва машрабуху харам, и то питье, которое он использует, да, харам. Ва мальбасуху харам, его одежда харамная. Ва гудия биль харам. То есть этот человек, он проникся весь в хараме, весь в хараме он. Еда харамная, питье харамное, одежда харамная. И не обязательно представлять здесь только харамные виды еды, то свинина там или нехаляльное мясо. Может, оно ворованное. Может быть, одежда, она вполне пригодная, халяль, то есть не шелк, не это, да, но, может быть, она не была куплена или приобретена не по закону, да. Поэтому гудия биль харам, то есть он проникся харамом весь. Фа'анна юстаджабу лидалик. Я, Пророк ﷺ, задал вопрос, и как может быть принято его дуа? То есть как Аллах может принять его дуа? То есть указывая на то, что для того, чтобы Аллах принял наши дуа, нужно выполнить ряд условий, ряд правил. То есть если человек, как бы он искренне не взывал к Аллаху, да, если он питается харамом, зная, что это харам, да, он не различает халяльную еду от харамной, как бы он ни просил у Аллаха. И этот человек, у него были ряд причин, которые служат принятию дуа. То есть он был весь в пыли, растрепанный, то есть это о чем говорит? Он был в таком нижайшем положении, это его скромность перед Аллахом. Так ведь Пророк ﷺ, когда просил дождя, он чапан наизнанку одевал, так ведь? То есть не красивую сторону, а такую, то есть это скромность, это твое положение перед твоим Господом. То есть все это было, он поднимал руки, это адабуд дуа, и он повторял одно из величайших имен Аллаха, Я Раб, Я Раб, Я Раб. Даже праведные предшественники говорили, если человек повторит во время дуа 3 раза имя Аллаха Раб, Аллах обязательно посмотрит на него и услышит его дуа. То есть это сподвижники говорили. Вот поэтому все у него было, но что есть? Есть преграда. Есть вот этот бетонный забор, через который дуа не может пройти. То есть это его харамная жизнь, его харамная еда. То, что он не остерегается запретов Аллаха. И вот этот хадис указывает на то, что ответ на наши дуа, он имеет свои условия. Если мы не выполняем эти условия, мы не получим
результата наших взываний к Аллаху. Поэтому мы с вами говорили, есть обязательные условия, которые, если мы их не будем выполнять, мы просто лишим себя результата дуа. Есть некоторые этикеты, правила дуа, которые не являются обязательными. Это не фарз. Как, например, во время намаза, да, есть рукан, есть ваджибы, да, которые обязательно. Но есть еще сунные намазы. Сунные. То есть вставить, там, например, правильно руки, хотя можно так, да, это же сунна. Или, например, там, повторять специальные зикры, субхана раббил а'ля, субхана раббил азим, так ведь, которые тоже являются сунной. Но это все красит намаз, это все увеличивает награду за намаз. И вот здесь то же самое. Есть обязательные, есть желательные. Но во главе всего, о чем мы будем сегодня говорить, да, во главе всех условий, не только принятие наших дуа, а принятие всех наших поклонений, конечно, это искренность. Это аль-ихляс. И искренность это не только, как некоторые думают, там, так я же от души, да, так я же от души, да, то есть душа это нафс, все-таки, может быть, еще, да, то есть, поэтому здесь многие могут, многих шайтан может ввести в заблуждение. Ихлас это когда больше, наверное, даже чистота твоего сердца, где нет никаких примесей, то есть есть одна цель. Это что? Это довольство Аллаха. Только Аллах. Поэтому суратуль Ихлас иногда переводят искренность, иногда очищение. Так ведь? Ихляс это же халис. То есть, когда твое дело, оно чисто от всех примесей ширка, рия, показухи. То есть, когда ты только ради Аллаха. Только ради Аллаха. Поэтому, когда я одному Абую сказал, я говорю, нельзя было ему деньги давать сейчас, ну, чтобы он похмелился. Так он мне говорит, так у него же голова болит, а я же от сердца, говорит, от чистого, от души, говорит, ихластан, говорит. Я говорю, ну нельзя ихластан человеку помогать в грехе. Поэтому от души и ихлас это очень часто разные вещи. Разные вещи. Поэтому ихлас это когда вот чистота твоего сердца. То есть ты хочешь снискать только довольство Аллаха. Все, больше ничего. И это лежит во главе всех, абсолютно всех поклонений. И намаз, и пост, и богобоязненность, и сабр, и таваккуль, и все-все-все. И хадж твой, и закат, и садака, помощь кому-то. Все должно быть только ради Аллаха. Если мы ищем других для себя, ставим другие еще цели, то мы потеряем это дело. И баракат от этого дела. Поэтому можно привести несколько аятов, я все не буду, несколько только, как, например, которые призывают нас к ихласу. Как, например, суратуль Баййина, 5 аят. «Вама умиру илля лиябудуллаха мухлисина ляхуддин хунафа». То есть им было велено только что, чтобы они поклонялись Аллаху мухлисина. То есть искренне поклонялись Аллаху ляхуддин. То есть твоя религия принадлежит только Аллаху и только ради Аллаха. То есть хунафаа, то есть будучи единобожниками. Фад'уллаха мухлисина ляхуддин, валяу карихаль кафирун. То есть взывайте к Аллаху мухлисина ляхуддин, то есть будучи искренними в религии. Будучи искренними, взывайте к Аллаху, валяу карихаль кафирун, даже если это не нравится кафирам, да? Если это ненавистно неверующим. Сурат Гафир, 14 аят. Есть другие аяты. И вот хочу здесь привести хадис. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дал ряд насихатов Ибну Аббасу, радиаллаху анхума, и начал свой насихат таким образом. «Ида саальта фас'алиллах». Если ты будешь просить о чем-то, то проси Аллаха. То есть, если тебе надо попросить, если тебе надо что-то, то у кого надо просить? Фас'алиллах. Проси у Аллаха. У тебя есть Аллах. Тебе кто еще нужен? Да? Проси у Аллаха. «Ва ида ста'анта
фаста'ин билля. Если тебе нужна помощь, ты хочешь попросить у кого-то помощи, то проси помощи у кого? У Аллаха. Поэтому мы говорим «Ияка нахбуд, ва ияка наста'ин». Тебе только мы. То есть это аят, который стоит во главе всего. Суратуль Фатиха, самая лучшая сура, самая великая сура. И в центре сердца этой суры «Ияка нахбуд, ва ияка наста'ин». То есть тебе только мы поклоняемся, и у тебя только и спрашиваем помощи. Поэтому Пророк ﷺ сказал, если надо просить, проси у Аллаха. Если хочешь попросить помощи, проси помощи у Аллаха. Фаста'ин билля. Проси помощи у Аллаха. Ва'алям, и знай, анналь уммата лау иджтама'ат гала ан янфa'ука бишай'ин, лам янфa'ука илля бишай'ин, када катабаху Аллаху лак. Если вся община, весь народ, все человечество, если они соберутся, объединятся, чтобы помочь принести тебе какую-то пользу, вот они все собрались, весь народ, да, они собрались, чтобы принести тебе какую-то пользу, да. Пророк ﷺ сказал, «Лям янфаука илля бишайин, када катабаху Аллаху лак». То есть они принесут тебе ровно столько пользы, сколько предопределит тебе Аллах. То есть, вот если все человечество, не то что весь город, да, все 7 миллиардов людей, они все соберутся, все там скинутся, все там будут размышлять, как тебе вот этому одному помочь. Пророк ﷺ сказал, они могут тебе помочь ровно столько, сколько Аллах Тааля тебе поможет. Вот Аллах сколько скажет, столько и помогут. Сколько Он предопределил. И наоборот. И если они соберутся для того, чтобы навредить тебе, принести тебе вред какой-то, лишить тебя чего-то, убить тебя или еще что-то, да, все они соберутся, будут помогать друг другу. Лям ядуррука илля бишайин кад катабаху Аллаху алейка. То есть они не смогут тебе принести вред, кроме того, что Аллах Тааля предопределит против тебя. То есть если они вот сделают ровно столько, сколько Аллах предопределил. Поэтому все исходит от Аллаха, все возвращается к Нему. Руфи'атиль аклям. Пророк ﷺ сказал, перья подняты. То есть тагдир, он уже все написан, он уже все предопределено. Больше он уже писать не будет. То, что там они собрались, то, что там они что-то решили, то, что кому-то в голову что-то пришло, это все в рамках уже написанного. Ничего нового писаться не будет. Поэтому Пророк ﷺ сказал, перья подняты. Перья уже подняты. Ваджаффат ис-сухуф. А страницы, куда все было написано, они уже высохли. Все. Ничего там, то, что Аллах тебе предопределил, за 50 тысяч лет. За 50 тысяч лет не до твоего рождения, а до сотворения небес и земли. Не до появления Адама. Мы вообще в конце только появились. Земля, вот это все, вот эти моря, океаны, они уже до нас были. Потому что человек, он считается самым поздним созданием. Мы позднее создание. Все уже до нас было. Поэтому за 50 тысяч лет до сотворения небес и земли оно все было уже предопределено. Сколько они тебе помогут или сколько они у тебя отберут. Этот хадис о сборниках имама ат-Тирмизи, ученые назвали его достоверным. И вот самое интересное для нас слово это если будешь просить у Аллаха, если будешь просить, проси у Аллаха. Если тебе нужна помощь, то проси помощь у Аллаха. И вот это и есть искренность. Ислам учит в нас связывать наши сердца верующих, да, наши надежды, наши упования на кого? На Аллаха. То есть ислам воспитывает в нас привязанность к Аллаху, к Создателю. Если тебе надо что-то, проси у Него. Если тебе надо уповать, уповай на Него. Если тебе надо надеяться, не надейся на детей. Не надо надеяться на детей. Это жизнь показывает. Вот когда ты оставляешь Аллаха, и вот это место, свято место, как говорят русские?
пустым не бывает, да? Вот как только ты ставишь кого-то, что-то на место Аллаха, вот это Аллах Тааля превращает против тебя. Если это место займут твои сыновья, ты думаешь, я им сейчас образование дам, они там в старости лет, я там заживу, да? Все, они тебя обязательно подведут. Если ты уповаешь на свои деньги, на свои средства, на свой опыт, как тот же Карун уповал, да? Ты пострадаешь от этого. Поэтому будешь просить, проси у Аллаха. Хочешь попросить помощи, проси помощи у Аллаха. Уповай на Него. А кто будет уповать на Аллаха, ему этого достаточно. И вот ислам учит нас всегда просить у Аллаха, всегда надеяться на Него, на Него. И почему? Потому что когда ты просишь кого-то помимо Аллаха, получается, ты нуждаешься именно в Нем. И когда кого-то просишь, это не есть достоинство, это унижение перед кем-то. И получается, тебе приходится унижаться перед Ним. Есть еще вот очень хорошие слова, иншаллах, вот 3 порока, 3 причины, почему мусульманин должен остерегаться просить кого-то помимо Аллаха. Вот об этом сейчас дойдем, машаллах, это просто золотые слова, их надо где-нибудь написать надо, чтобы всегда помнить, да? Из этой серии, вот в исламе, почему, когда ты не нуждающийся, почему вот ислам запрещает просить? То есть вот есть в исламе такая тема, вот, например, особенно у хазратов, да, эта тема, можно ли просить садака, да? Или можно ли брать садака? Вот одно дело, если садака это фарс. То есть, если ты не нуждаешься, ты не имеешь права принимать закат. Так ведь? То есть, фарс садака. А если тебе кто-то дает просто деньги, в подарок или еще что-то, или еду там, ты можешь принять. Потому что это не закат. Ты можешь спросить, а это точно не закат? Нет, тогда можно это взять, да. Но это одно дело, когда тебе кто-то дает, и ты принимаешь. А другое дело, когда ты сам просишь, но в этом не нуждаешься. Вот это уже в исламе запрещается. Это в исламе запрещается. Почему? Даже просить то, что он может тебе дать. У него это есть. Ты же не даешь ему какие-то качества Творца. Да? Ты же не приходишь к нему и не говоришь, дай мне счастье. Да, конечно, это ширк. Как он может тебе счастье дать? Или дай мне бараката, да? Или дай мне шифа. Нет. Он дает только тебе то, что он сам имеет. Да? Как раб Аллаха, как создание Аллаха. Но даже если это что-то у него есть, да, почему вот ислам то есть желает отучить нас от этого, чтобы мы не просили, да? Потому что в просьбах всегда есть унижение. Унижение. Вот поэтому ислам призывает, чтобы мы просили всегда у Аллаха. Вот несколько таких интересных хадисов хочу привести. 1, 2, 3, 4, даже много, 5 хадисов оказывается. Иншаллах, попробую сейчас быстро-быстро вам перевести эти хадисы, которые вот именно показывают нам, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отучал своих сподвижников, чтобы они не просили у людей, а просили только у Аллаха. Первый хадис от Хакима ибн Хизам, не Хаким, а Хаким ибн Хизам, рассказывает, что он подошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и попросил у него помощи. То есть ему нужна была помощь, он пришел к посланнику Аллаха, а кому еще? Закат раздавал он, так ведь? Садака раздавал он, помогал он. Ему все приносили, и он все раздавал. Я, говорит, подошел к пророку, саллаллаху алейхи и саальту расулаллах, и попросил у него помощи, фа'атани, и он мне дал эту помощь. Затем, затем я его еще раз попросил, и он мне дал. Потом я 3-й раз у него попросил, он посмотрел на меня и сказал, я Хаким, инна хадаль маля хадиратун хульва. О Хаким, воистину это имущество, а он же у него имущество просит, а не насихат, так ведь? Не дуа просит.
имущество просит. Воистину это имущество, это как сладкий плод. То есть это какой-то сладкий фрукт, так ведь, который обманывает нас, который искушает нас. То есть он очень сладкий, так ведь. فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُرِكَ لَهُ فِيهِ. То есть если человек примет это с великой душой, с чистой душой, Аллах даст баракат ему в этом. То есть Аллах даст ему баракат в этом. وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ. Но кто примет это имущество, этот сладкий фрукт, примет, потакая своему нефсу, да? То есть все, он уже потакает своему нефсу, возвеличивает свой нефс, ему не хватает, жадно, скупо, алчно. Лям юбарик ляху фи. Аллах не даст ему баракат в этом. То есть это правило касается всей нашей жизни. Когда Аллах нам дает что-то, мы должны принять это с чистой душой. А когда уже появляется алчность, когда появляется нефс, встает на первое место, вот эта жадность, да, Аллах лишает нас чего? Бараката. То есть все, мы теряем баракат от этого имущества, от этого сладкого фрукта. И он будет подобен тому, который кушает, но не может насытиться. То есть денег много, но они откуда-то приходят и куда-то уходят. То есть еда она есть, но вот этого внутреннего удовлетворения этой едой нет. Может, да, эта еда может набить тебе живот, да, может там печень остановить, еще что-то, да, но бараката нет. То есть пророк ﷺ сказал, если ты примешь это имущество, потакая своему нефсу, алчности, жадности, Аллах лишит тебя бараката, этого имущества. И ты будешь подобен тому, который кушает, но не может насытиться. И, кстати, пророк ﷺ, сподвижники так приходили. Они говорили, я Расуль Аллах, мы кушаем, но не можем насытиться. То есть нет баракаты. И пророк ﷺ сказал, вы может быть, вы одни кушаете. Ну, в однеху. Под одеялом. Да? Пророк ﷺ сказал, собирайтесь. Поэтому это был адаб среди сподвижников. Они никогда одни не кушали. Даже ифтар они один не делали. Они искали кого-то. Ой, раздели со мной мой ифтар там или ужин. Потому что это был баракат. В этом был баракат. Так ведь? Поэтому он подобен тому, который кушает, но не может насытиться. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. И это уже правило мусульманина. Пророк ﷺ сказал, وَالْيَدُ الْعُلْيَا, то есть верхняя рука, она лучше, чем нижняя рука. Верхняя это какая? Которая дает. А нижняя, которая просит. Ну вот это же даже природа людей, да? Вот люди могут так просить. Слушай, дай мне это, да? Ну можно попросить, царь может попросить ему ручки поцеловать. Да? Только это, если он чувствует свое величие, да? То есть всегда люди просят так. То есть унижая себя. Вот поэтому пророк ﷺ сказал, верхняя рука, она лучше перед Аллахом, чем нижняя рука. Нижняя рука. Этот хадис в сборниках имама Аль-Бухари и Муслима. Вот так пророк ﷺ дал назидание Хакиму ибн Хизаму, который попросил у пророка ﷺ один раз, пророк ему дал, второй раз, а когда уже третий раз попросил, я Расуль Аллах, дай еще. Да? Пророк ﷺ дал ему, и не только ему, да? Всем нам этот насихат. Следующий хадис передал нам Ауф ибн Малик аль-Ашджаи. Когда мы находились возле пророка, а нас было или 7, или 8 человек, он не помнит, да? Пророк, алейхиссаляту вассалям, обратился к нам и сказал, аля тубайюн, вы будете давать мне присягу? То есть вы будете давать мне баягат, да? И мы сказали, бая'анака я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, мы уже дали тебе присягу. То есть баягат мы уже тебе дали в верности. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то есть он же переспросил, и
люди сказали, фа'аляма нубайюка я Расулаллах. То есть, аляма, то есть, на что, в чем тебе дать еще баягат? То есть, они готовы еще раз дать баягат. И пророк, алейхиссалату вассалям, начал перечислять. Аля ан та'будуллаха ва ля тушрику бихи шай'a. То есть, дайте мне обет, присягу в том, что вы будете поклоняться только единому Аллаху, валя тушрику бихи шай'a. И никого не будете ставить ему в сотоварищи. То есть никогда не будете делать ему ширк. Вассалаватил хамс. Также вы должны дать мне присягу в том, чтобы хранить 5 намазов. То есть вы должны совершать 5 намазов. Ва антути'у. И чтобы вы подчинялись. Затем пророк ﷺ что-то шепотом сказал. То есть они не услышали. Пророк ﷺ сказал, что чтобы вы подчинялись, то есть Аллаху, мне, и что-то он про себя сказал. А затем он сказал, «Валя тас'алун наси шай'a», чтобы вы ни у кого, то есть из людей, не просили. Не просите людей, не просите людей. И передатчик этого хадиса, вот этот сподвижник, который был вместе с ними, а их сколько было? 7 или 8. Так ведь? Вот он говорит, я, говорит, из этой группы людей иногда, говорит, видел таких, которые так боялись просить у кого-то. Они, говорят, даже когда ехали на верховом животном, когда у них падал кнут, они, говорят, никого не просили. Они разворачивались, спускались, сами подбирали и потом поднимались на животное. То есть это же не грех. Так ведь, если так посмотреть. Ну, у тебя что-то упало, и ты говоришь, слушай, брат, дай мне, а ты же на верблюде там, да, тебе тяжело. Да? Тот взял там, тебе отдал. Тут ничего такого, но они такой насихат взяли от посланника Аллаха, что даже кнут, который упал, падал, да, они сами подбирали. То есть вот это то, что воспитал в этих людях посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Вот это второй хадис. Третий хадис. Этот хадис передал нам Хабиса ибн Мухарик, радиаллаху анху. Этот сподвижник, он возложил на себя чужой долг. То есть этот долг был, когда между двумя племенами был конфликт, и были какие-то убийства. То есть это племя, человек с этого племени, он должен был заплатить штраф, дия, да, который в исламе определяется этому племени. И вот этот человек, он или какую-то часть, или что-то из этого долга он взял на себя. То есть, получается, выплачивая там, столько верблюдов, конечно, он сам оказался в трудном положении. И вот когда, говорит, я возложил на себя этот долг, я пришел просить помощи у пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И я подошел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и попросил у него помощи. Потому что, я еще раз повторяю, вот посланник Аллаха, вот сподвижники, у кого-то какие-то проблемы. Все богатые с закатом идут сюда, дают садака, сдают. Пророк, саллаллаху это все что делал? Раздавал. Он раздавал еду, он раздавал одежду. И если у кого-то были какие-то нужды, они приходили к кому? К пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Пророку Аллах запретил брать те или иные виды садака. Для него это было вообще запретно. Так ведь Аллах запретил пророку, саллаллаху алейхи, и он все раздавал. И вот он пришел, потому что у него были проблемы. Он возложил на себя долг, и он не знал, как этот долг закрыть, и сам нуждался в помощи. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, посмотрел на него и сказал: «Аким хатта та'тина садакату фанамура лака биха». То есть, побудь здесь, подожди, поживи, да, пока люди не принесут нам садака, и мы уже из этого садака тебе не дадим часть. И потом он, посланник Аллаха, обратился ко мне и сказал: «О Кабиса,
«Инналь мас'алата ла тухиллю илля ли ахади фаля». Воистину, просить в нашей религии запрещается, кроме как троих. То есть только 3 человека могут просить. Вот еще раз сейчас объясняю, да, просить отвезти тебя куда-то, попросить там где-то что-то тебе помочь. Здесь речь не идет об этом. Ты просишь садака. Так ведь? Вот пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ты просишь закат. Вот пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, просить ля тахиллю не является халялем, кроме как 3 людям, да. Первое, раджулюн тахаммаля хамалатан фахаллат лаху аль-мас'аля хатта юсибуха. Первый — это человек, который возложил на себя чужой долг. То есть вот между племенами был конфликт, он взял на себя какую-то часть долга, и он сам оказался в плачевном состоянии. И он может взять садака и пока не закроет свой долг. То есть закрыл свой долг, у него нужды нет, все, ему уже что? Он уже встает в категорию харама. То есть все, он уже дальше не может просить. Вчера, может быть, он нуждался, и ему можно было давать, а сегодня уже нет. Все. Поэтому первое — это человек, который возложил на себя долг. Ну, мы знаем, что человек, который в долгах и не может эти долги вернуть, ему закат можно. Так ведь? Это из категории тех, кому можно закат платить. Но как только он закроет, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Фумма юмсик», он воздерживается. Все. Он закрыл долг, все, он уже вышел из списка. «Вараджулюн асабатху джаихатун иджтахат малаху фахаллат лаху аль-мас'аля хатта юсиба каваман мин айш». Вторая категория — это человек, которого постигло какое-то бедствие. Например, там у него, не знаю, сгорел магазин. Вчера он был предпринимателем, бизнесменом, закат давал. Сегодня он с того списка, то есть он вчера закат давал, а сегодня он тот, который может закат взять. Но в жизни такое случается. Так ведь? То есть он потерял бизнес, он там, произошло там стихийное бедствие, все его посевы, например, дождь, ураган уничтожил. Все. Или там у него там фура сгорела, все, он весь в долгах. Вчера он не был в списке, сегодня все. У него случилось бедствие, и он может просить, брать, хатта юсиба каваман мин гиш, пока не закроет вот это свое бедственное положение. И третье, вараджулюн асабатху фaqатун хатта якулу салясатун мин зауил хиджа мин каумихи лакад асабат фулянан фаqa. Третья категория — это человек, которого постигла нищета. То есть он нуждающийся. Его постигла нищета до того уровня, когда уже 3 его знакомых людей, то есть люди из его племени, которые его знают, которые с ним общаются, они встают и говорят, да, на самом деле его постигла нищета. То есть, вот видите, не просто так. То есть кто-то из его приближенных, он должен сказать, да, он нуждающийся. 3 человека. Они говорят, да, его постигла нищета, фахаллят лаху аль-мас'аля. Для него просить халяль. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, хатта юсибу каваман мин гиш, пока он не закроет свои потребности. Не закроет свои потребности. И затем он сказал, о кабиса, если этих 3 случаев нет у человека, да, то фасухтун якулуха сахибуха сухтан. То есть несправедливо, когда обладатель этого имущества, которое он просит, он ест это имущество. То есть это зульм. Это зульм, он не имеет права. То есть это несправедливость и нарушение законов Аллаха. Этот хадис передал имам Муслим, Абу Дауд и Ан-Насаи. Вот здесь в 3 случаях, значит, пророк саллаллаху алейхи ва саллям разрешил просить и брать закат. Поэтому ученые даже выводят такое правило, они говорят, тарку суаль лиль махлук игтиядан би суаль аль халик афдалу мутлакан. То есть
когда человек оставляет просьбу людей для того, чтобы заменить эту просьбу людей, просьбу к Аллаху, вот это говорит, это намного достойнее и намного лучше для мусульман. То есть он для того, чтобы попросить что-либо у Аллаха, он оставил просьбу людей. То есть он не стал просить кого-то из людей для того, чтобы попросить это у кого? У Аллаха. И вот к этому призывают, ученые говорят, 7-8 аяты суратуль Инширах. Шарх. Фаида фарагта, Аллах говорит, фаида фарагта, то есть если ты освободился, фансаб, то как бы займись. Если ты освободился, то лиши себя свободы. То есть как? Если ты, например, занимаешься дунья, все, освободился, займись ахира. Так ведь? Все, дела закончил, все, зикр, Коран почитай, так ведь? И также ученые говорят, если ты был занят ахира, ты намаз читал, все, ты почитал намаз, свободен, займись дунья. То есть, фаида фарагта, если ты освободился, то займись чем-то. Так ведь? Ва иля роббика фаргаб, и стремись к своему. То есть, здесь не займись, а стремись. Если ты освободился, то стремись. Стремись к чему? Если освободился от дунья, стремись к ахирату. Если освободился от поклонения, намаз завершил, не надо сидеть целый день. До следующего намаза не обязательно. Да? Все, стремись. Куда? К милости Аллаха. Все, иди работай. Ва иля роббика фаргаб, и стремись к своему Господу. Сурату Шарх, 7-8 аяты. Следующий хадис. Бухари Муслим. От Абу Саид аль-Худри. Абу Саид аль-Худри рассказывает: «Асабатни факатун». Как-то раз меня постигла нищета, нужда. «Фаатайту набия». И я пришел к пророку. Ну, к кому еще прийти? К самому любимому, да, человеку, к этому пророку, саллаллаху, который никого не обделит, который всегда найдет время, найдет, что сказать. Я нашел пророка, алейхиссалату вассалям, и увидел, как он рассказывал людям хутбу. Яхтубу аннас. И во время этой хутбы он обратился к людям с такими словами: «Я айюханнас, о люди, валлахи махма якуну индана мин хайрин, фалян нудахираху анкум». О люди, сколько бы в нас не было благ, то есть имущества, мы никогда не будем скрывать от вас это благо. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обращается к людям, то есть получается, к нему пришли, в другом предании этого хадиса говорится, ансары, пришли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и просили у него что-то. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: сколько бы у меня не было имущества, благ, я никогда не буду от вас этого скрывать. То есть я никогда не скажу вам: у меня нет, если у меня это есть. То есть я никогда не буду от вас этого скрывать. Ва иннаху, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, продолжил свою хутбу. Ва иннаху ман ястагни югнихуллах. То есть кто будет довольствоваться тем, что Аллах ему дал, Аллах лишит его нужды, избавит его от нужды. То есть если он доволен тем, что Аллах ему дал, и он не чувствует себя нуждающимся кому-либо, Аллах избавит его от нужды. То есть Аллах сам избавит его от нужды. «Уаман ястафи югафихуллах». И кто будет воздерживаться от просьбы людей, то Аллах избавит его от просьбы к людям. То есть Аллах сам его избавит от этого. «Уаман ятасаббар». А кто будет искать у Аллаха терпения, просить, юсаббирхуллах. То есть Аллах даст ему терпение. Если он будет искать пути терпения, потому что, если человек пришел и захотел у кого-то что-то попросить, значит его нужда заставила, так ведь? Но если в это время он проявит терпение, да, юсаббирхуллах, Аллах даст ему терпение. Аллах даст ему терпение. «Вама ухтия ахадун атаан хайран ва аусар минас сабр». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, самое лучшее и самое большое, то есть ауса, объемлющее то, что было дано человеку, это терпение. То есть лучше
лучшего богатства и большего богатства, чем терпение, человеку больше ничего не было даровано. Абу Саид аль-Худри для чего пришел пророк? Он же хотел попросить что-то, у него была нужда. И он услышал эти слова. И когда, говорит, я услышал эти слова от пророка, факульту фи нафси, я, говорит, про себя сказал, валлади ба'атака биль хакки ла ас'алука шей'ан. Клянусь тем, кто отправил, кто послал тебя с истиной, то есть пророка, клянусь тем, то есть клянусь Аллахом, который послал тебя к нам с истиной, я ничего у тебя просить не буду. То есть он же услышал эти же слова, они для него были, так ведь? Я ничего у тебя просить не буду. Фараджату, я вернулся к себе. Я вернулся, фаагналлаху ваджаа би хайрин. И Аллах избавил меня от нужды. И дал мне очень много благ. То есть Аллах, пока он вернулся, Аллах сам решил, что? Его нужду. То есть Аллах сам решил его проблемы. И вот это был Абу Саид аль-Худри, рахимахуллах. Абу Саид аль-Худри. И даже здесь вот ученые дают такое разъяснение, если если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отучивал людей просить у живого человека, у которого это есть, да, то есть воспитывал в людях, что человек должен остерегаться просьб, то как, говорит, люди могут просить помимо Аллаха там мертвых пророков, там мертвых людей. Поэтому вот это то воспитание, которое пророк саллаллаху алейхи вассалям давал своим сподвижникам. И вот те золотые слова. Ученые говорят, просить творений, то есть просьба, обращаться с просьбами к творениям, в этом есть три порока, три вреда. Первое, мафсадатуль ифтикар иля гайрилля. Первое, это нужда раба кому-то помимо Аллаха. То есть получается, он нуждается в ком-то, кроме Аллаха. То есть это первый порок. А это, говорит, есть одно из ответвлений ширка, потому что ты должен нуждаться только в Аллахе. Да? Второй порок, ида уль мас'уль. Это человек, который просит у кого-то, он мучает того, у кого просит. Так ведь? Ну это же элементарно, когда человек ходит с протянутой рукой, другие от него или убегают, или там прикидываются, что его не слышали, потому что никто от этого многие от этого счастья или там радости не испытывают. Поэтому второй порок, это, говорит, просящий, он мучает, приносит страдания тому, у кого просит. Говорит. А это, говорит, уже мин нау'и зульмин хальк. То есть это уже, говорит, несправедливое отношение к творениям. Первое это к Творцу, а второе это к творениям. И третий порок, говорит, фиги зуллюн ли гайрилля. Это, говорит, унижение самого себя. Ты, говорит, этим самым унижаешь себя перед кем-то, помимо Аллаха. А это уже зулм по отношению к тебе, говорит. То есть первое, это зулм по отношению к Аллаху, потому что ты должен просить только у Аллаха. Ты не должен показывать свою нужду никому, кроме Аллаха. Первое, это зулм по отношению к Аллаху. Второе, это может оказаться зульмом по отношению к тому, кого ты просишь. Может быть, у него и сейчас нет таких возможностей, но то, что ты у него попросил, он там нашел или в долг взял, да? Потом от этого он пострадал. Ну, это может быть по отношению к нему быть зульмом. А третье, когда ты унижаешься перед кем-то, кроме Аллаха, ты, получается, совершаешь зульм, несправедливость по отношению к самому себе. Вот поэтому в этом ученые сказали, есть три порока. И на самом деле вот это все возвращается к положению нашего сердца, когда человек понимает, что единственный тот, кто дает, единственный тот, кто лишает, это Аллах. И даже когда человек вынужден у кого-то просить, он должен понимать, что тот даст ему, если Аллах пожелает. Так ведь? И тот ему не сможет дать то, чего Аллах ему не дал.
Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, учил нас после намаза, после каждого намаза, вот как мы зикры делаем, ля иляха илляллах, вахдаху ля шарика ля, один из зикров, Аллахумма ля мани галима агтай, ва ля мухти алима манагат. О Аллах, никто не может лишить человека того, что ты дал ему. То есть, если Аллах кому-то дал, то никто не может этого лишить. Ва ля мухти алима манагат. И никто не может человеку дать то, чего Аллах его лишил. Если Аллах тебя лишил этого, то никто тебе это не даст. Ты можешь к человеку прийти, он тебе не дал, может с надеждой, вот он, может он даст. Но если Аллах тебе не дал, то никто тебе не даст. И ни один обладатель имущества, величия или возможности, он не может принести тебе пользу, кроме как по воле Аллаха. Поэтому этот зикр надо учить и использовать в жизни после намазов. И также, если посмотреть жизнь праведных предшественников, мы знаем, что они связывали свои сердца с Создателем. Создателем, а не созданием. И даже если им нужно было от создания что-то, они просили это у Аллаха. Они просили это у Аллаха. И Аллах, кого надо, Он сам отправлял. Есть такой даже случай во время праведных предшественников. Один из саляф салих, он ночью просыпается от голоса, он слышит чей-то голос. То есть он услышал во сне голос, вот ты, говорит, фулян, называя его имя, ты, говорит, спокойно лежишь, говорит, прохлаждаешься, а твой брат, говорит, в нужде. И он такой раз весь потел, проснулся, там, кошмары снятся ему, да, вот там этот голос слышит. И он такой встал, пошел к соседу. Кто еще у нас? Сосед. Начал стучаться, ночью, представьте себе, да, стучится в дверь. Тот выходит, салям алейкум, алейкум ассалям, что сосед, вот, ты, говорит, в чем-то нуждаешься? Нет, говорит, все нормально? Да, все, ладно, афуй там. Пошел к другому соседу, нет, пошел спать. И до утра этот голос. Утром встает, берет сколько-то денег, в мешок закидывает, мешочек, да, раньше же так было, и все. Он же понимает, что Аллах ему дает какой-то сигнал через сон. И он идет, и в какой-то мечети он смотрит, человек сидит. Там без настроения, без этого там. И он такой подходит к нему, говорит, салям алейкум, брат, валейкум ассалям. Он даже его не знает, первый раз видит. Ты, говорит, вот сейчас, скажи мне, говорит, ради Аллаха, говорит, ты сейчас в чем-то нуждаешься? И он такой удивился. У меня, говорит, вот столько-то денег есть, у меня, говорит, столько-то долгов еще есть. И когда он утром набирал денег, вот это он назвал точно такую же сумму. То есть там он набрал там сколько-то, там 30 монет, да, и он сказал, что вот у него 30 монет не хватает ему. И он такой, Аллаху Акбар, альхамда, вот же, говорит, это мой сон, говорит. И он ему дает деньги и говорит, ты, говорит, знаешь, кто я? Не для того, чтобы сегодня, да, может быть, ты там знаешь, кто я такой, да, там, скажи где-нибудь, там, напиши, да, в Инстаграме. Альхамда, сейчас нет уж, по-моему, Инстаграм. Нет, не для этого, это был праведный человек. Он говорит, ты меня знаешь? Нет, говорит. Меня зовут, говорит, так-то, так-то, так-то. Я живу, говорит, там-то, там-то, там-то. Если, говорит, у тебя постигнет какая-то нужда, ты, говорит, найди мой дом. Я, говорит, тебе помогу. То есть не для того, чтобы там похвастаться, да, там, запомни мое имя, там, дуа будешь после каждого намаза читать за меня, да? Нет. Просто чтобы он знал его адрес. Он говорит, любое время приходи, я, говорит, тебе решу вопрос. И он говорит, рахимак Аллах. Пусть Аллах, говорит, смилостивится над тобой. Я, говорит, понял. Но, говорит, я, говорит, каждый раз, когда, говорит, меня будет мучить нужда, я, говорит, попрошу того, который разбудил тебя ночью, говорит, и днем привел ко мне, говорит. И он, говорит, еще раз тебя разбудит и приведет ко мне, говорит. Вот поэтому, это как бы, понимаете, это состояние имана. То, о чем мы сегодня говорим, я не говорю, что мы не должны там обращаться друг к другу. Это другая сунна. Если бы мы были все суперменами, Аллах, когда один ребенок посмотрел там Супермена, да, или там Человек-паук, они же не кушают, не пьют, не болеют. Все же у них, они супермены, да. Казалось бы, вот почему Аллах не создал всех суперменами? Да, нет, мы слабые.
Потому что если бы все были суперменами, то никто никому не нужен был бы. Так ведь? Никто. Все бы плевали друг на друга. Зачем он мне нужен? А этот зачем нужен? А этот врач, зачем он нам нужен? Никто никому не нужен. Понимаете, все супермены. Нет, мы нуждаемся друг в друге, мы должны помогать, мы это аджир зарабатываем, мы знакомимся так. У нас появляются друзья, у нас появляются братья, так ведь? Но сегодня я не говорю, что мы не должны там обращаться друг к другу, как там, но мы сердца наши должны научиться связывать с Аллахом. Потому что мы должны понимать, что никто тебе не решит этот вопрос, если не решит кто. Если подписи не будет, главной подписи, никто не решит. Но если Аллах подпишется, если Аллах тебе откроет это, то Аллах сам отправит тебя к тому или его к тебе, и Аллах этот вопрос решит. Вот поэтому этот праведник сказал: я понял, каждый раз, когда буду в нужде, я буду обращаться к тому, который разбудил тебя и привел ко мне. И он разбудит тебя и приведет ко мне. Вот поэтому это то состояние, когда вот твое сердце связано именно с Аллахом. Субханак Аллахума бихамдик, шхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайран, хайрал джаза. Салям.